Мирас я пришел как, ну, получается, чтобы утолить жажду танцора, так скажем, которая у меня осталась в крови с детства. И сейчас в основном я занимаюсь здесь, получается, спортивными мероприятиями, участвовал, проходил на татарском языке перепись. В госуслугах? Да. Приехал учиться, поступал в университет, отучился здесь в школе экономики. Получается, 10 лет уже будет в этом году, как я нахожусь в Питере. Все-таки выучить, в конце концов, свой родной язык. Я пробовал раньше, но что-то не получалось никак. Да, ну, серьезно этим заняться, да, вот узнал, ну, как, вернее, я давно знал про Мирас, но недавно узнал, что здесь именно вот есть курсы татарского с нуля, вот решил познакомиться, прийти, узнать, да, как попробовать. Татары должны держаться вместе, то есть хочется быть со своим народом, то есть, опять же, вот эта культура, традиции и, ну, и прочее. То есть я, когда вот, ну, в первый раз пришел началось мое знакомство вот с Питер Буйлары. Нынешний руководитель Юлия Хучашева, она организует там игры в волейбол, там игры в мафию, такие вот татарские посиделки. В общем, я понял, что да, вот оно мое, и мне надо вот это развивать. Дома, к сожалению, нет, так как мои родители тоже здесь питерские, да, вот, ну, отец татарский знает, но как-то вот не сложилось. От этого вот и я не знаю татарской переписи. Для меня, ну, как-то я даже не слышала, не знала об этом. Ну, если бы была возможность, записал бы, естественно, как татарин. К концу прошлого года познакомился вот через Питер Буйлары с ребятами. Вот мы там встречаемся, ходим куда-то. Вот, буквально вот один парень вот приехал в ноябре из Екатеринбурга, да, семейная пара из Казани, по-моему, они тоже вот приехали в сентябре, то есть, я думаю, количество татар вот, ну, растет вот, ну, с каждым днем, да. Из города Салават, Республика Башкортостан, приехал сюда учиться курсантом, значит, пожарно-технического, высшей пожарно-технической школы, потом университет, значит, стал университетом. Закончил и здесь остался. Вот. На татарском языке я не разговариваю, я не знаю почему. В советское время, наверное, вырос, хотя родители разговаривали, вот, и у нас в школе не было татарского языка, или башкирского языка тоже не было, поэтому я не застал это. Вот. Что еще? Поэтому вот, когда, мне кажется, жена мне сказала, что есть вот такие курсы, я приехал с детьми сюда сперва, потом дети как-то отвалились. Это, безусловно, конечно, родственники все мои татары. Нет, есть, конечно, глубокие там корни копнуть. У меня отец из Туркмении, но он тоже татарин. Вот, у него мама татарка, папа, наверное, я не знаю, может быть, или узбек, или туркмен. Тяжело. Для меня, как вот Альфия Рашидовна говорит, как для иностранца. Как иностранный язык, вот серьезно, потому что совершенно все по-другому. Логично, не так выстроено, как английский или как русский язык. Ну, вот только здесь. Ну и вот из ГИЮ общество, там, да, но разговорно не получается, потому что я очень медленно могу что-то сказать. Я родился в городе Самара, приехал в Питер, живу здесь уже 6 лет. В Мирас попал, в общем, в одной из соцсетей мне написала Ирина, вот девушка, кто ходит на танцы. Вот, в общем, я очень давно мечтал заниматься танцами, и не было возможности. И как-то так сложилось, что она мне написала, и я узнал о Мирасе, что здесь есть различные мероприятия, в плане можно ходить там на танцы, учить татарский и так далее. И в первый день я пришел, меня пригласили на танцы, это было воскресенье, в среду я пришел, и вот, получается, почти год я уже хожу, не пропускаю вообще ни одного занятия. Языком не так давно начал заниматься. Меня мама очень хорошо знает, с бабушкой она общается, папа с папиной стороны, ну, они тоже татары, но они не разговаривают никто, то есть в семье, то есть в основном только когда приезжали родственники. Я до этого изучал чешский, потом английский, ну, то есть знаю узбекский отчасти, вот, и сейчас вот решил, скажем, вспомнить корни свои и начать изучать татарский. Нет, скажем, 30 лет, и хотелось вот погрузиться, скажем, в некоторое прошлое, вот там родственников, дедушек, бабушек, прабабушек. Вот, потому что изначально они были из Башкирии, из Перми, а потом переехали в Ташкент, условно, и
в общем, я там как бы все началось. Вот. Далее, соответственно, ну, я вот сейчас уже возвращаюсь обратно, скажем, отчасти на малую родину. Иногда общались с бабушкой. Бабушка хорошо знала прям татарский, она башкирская. Из Башкирии? Да, из Башкирии, да. Татарка. Татарка, да. Вот. И, соответственно, ну, какие-то слова я знаю, от нее помню, там, исянес, там, ну, условно, десяток слов. Вот. Но прям вот полноценно мы не изучали.